И сегодня, возвращаясь с рабочей поездки по Кигинскому району, Ради Хабиров заехал в село Мурсалинкино Салаватского района. Там построили новый клуб. Официальное открытие будет завтра. Главе Башкортостана первому показали, в каких условиях будут заниматься и отдыхать сельчане. Я напомню, что в ноябре Ради Хабиров дал поручение возвести новое здание вместо старого, построенного в 1895 году. На эти цели было выделено 50 миллионов рублей. Петиция против навигатора дополнительного детского образования. Эксперты развеивают опасения родителей. Напомню, в республике с этого учебного года действует пилотный проект. За детьми закрепляются сертификаты, учетные и денежные. С помощью последнего можно оплачивать кружки, которые раньше оплачивались из муниципального бюджета. Разница, по словам специалистов, в том, что сейчас финансы контролируют родители. О нюансах проекта расскажет моя коллега Лилия Курбанова. Согласно этой системе можно бесплатно посещать ребенка только один кружок. У меня вот ребенок сейчас ходит на 3 кружка. Новую систему навигатор дополнительного детского образования некоторые родители восприняли в штыки. Зарема Газизова считает, программа невыгодна. Мнения разделились. Другие мамы, напротив, за мобильность информации. Можно отслеживать, заходить в личный кабинет, отслеживать за деньгами, за средствами и видеть, какие кружки по городу Уфе, и найти то, что тебе удобно, ребенку удобно. Посчитаем. В году до 37 недель учебные. Допустим, занятия проходят 2 раза в неделю. Примерная стоимость одного посещения от 25 до 40 рублей. Берем максимальное. Итого в год почти 3000 рублей. Эта сумма спонсируется с денежного сертификата. Его номинал 8800 рублей. При таких расчетах ребенок может посещать минимум 2 разные секции. Если же, конечно, в кружках есть свободные места. Если даже средства полностью у нас уже с сертификата потрачены, в этом случае программы, даже если они оплачиваются сертификатом и имеются в наличии свободные места, даже при полном уже погашении сертификата смогут наши родители записаться. Но только здесь, повторяюсь, при наличии свободных мест. Поэтому надо озадачиться этим вопросом в начале учебного года. Проект пилотный. Его запустили в этом учебном году. Оцифрованы еще не все образовательные программы. Сейчас в навигаторе почти 500 кружков. База пополняется. Если раньше о многих секциях узнавали по сарафанному радио, а расписание видели только на доске объявлений в бумажном варианте, то сейчас записаться можно онлайн, используя всего лишь телефон. Включить в список планируют также и частные организации. Это значит, что услуги даже индивидуальных предпринимателей в будущем можно будет оплачивать за счет государства. Если в информации появится вот такой значок с надписью «Доступна оплата по сертификату». В данный момент дети обучаются в рамках платных образовательных услуг Центра детского творчества «Исток». В будущем возможно переход на бесплатное обучение в рамках оплаты сертификатом финансирования. В сети родители обеспокоены безопасностью ребенка. На популярном сайте создана петиция, мол, новая программа – это электронный шпион. Специалисты не согласны. По словам экспертов, данные надежно защищены. Данные, они защищены по последнему слову, так скажем, безопасности. Это во-первых. Во-вторых, здесь у нас данные вбиваются, они минимальные, соответственно. И те данные, даже которые вбиваются в личном кабинете, они на общее обозрение не входят. То есть это фамилия, имя, отчество ребенка и год рождения, и они идут в учреждения, которые, как и раньше, они предоставлялись. Право на денежный сертификат имеют все. Почти по 9000 рублей выделяется на каждого ребенка в семье от 5 до 18 лет. В конце года данные о посещениях дополнительных занятий будут собраны и проанализированы. Специалисты объясняют. Система разработана для того, чтобы понять, какие кружки пользуются популярностью и мест не хватает, а какие секции нужно модернизировать, чтобы привлечь больше детей. Проект «Навигатор» должен проложить новый маршрут в дополнительном образовании республики. Лилия Курбанова, Булат Закирьянов, Артур Елаев. Новости Уфа.